Ақшы Қырымның ташы топырағы, Оралның еті яғы. Янсындаң Орал, янсындаң Оралда, янсында күл олысын. Біздерінде Қырымдан шығарғанның, көзлері көр олысын. Тау ішінде. Прямо бек ярамай ерін. Машина жүрмеді. Бір şey жүрмей, көрмедік. Даже самолет ұшқан көрмедік. Такое место глухое да ярамай еді. Анда адамдар бек ярамай yaşayыкын. Адамдар yaşay. В общем, машина жоқ еді. Транспорт жоқ еді, где біз отырған жерде. Тюремщиклер отырған анда. Анам Оралда еді. Ручной печерілер, да одын піштірәлер, лес заставляли пить. Немец догнал 2 дня пленных. Я выходила, своего отца искала. Искала отца, 2 дня думала, может, он тоже там находится, в этих пленных. Выносила бутылочками воду. Я воду набирала, бутылочки шампанского. Строй был около нас. Пустые бутылочки собирала и каждый день бутылочки набирала воду, выносила. Немец чуть меня по голове не ударил ружьем. В общем, искала своего отца. Не было. А мы в Старицком бульваре в окопах жили. Вот 4 года мы жили в этих окопах. Анам құшағында бала бар, ол пещерадан вообще шықмайды. Ататан продукты береділер бізге, сухое продукты. Алайды чуалын, күтеді продукты кетірме. Продукты кетірсе, керпішлер үстіне ашып пішеді. Ну, аз барда. Если бомбежка, так кіреді içерге адамдар. Мен суға барайдым чайничектен, 3-литровый чайничек. Немсе келгенде чайникын ташлай қачайдым. Немножко отъезжали от моря, от причала. Немец бомбит. Мама как увидела, она говорит, буду умирать здесь на месте. Не буду никуда садиться, детьми 4 нас. В общем, мы остались в этой пещере живые, потому что бульвар, это Старицкий бульвар, он камнями, он очень высокий. Вот. Наши русские солдаты все наверху были, они вот этих немцам не дали пройти, потому что проходу не было, стреляли, вот эта Катюша называлась. А мама говорит, когда сказала мама, наши победили. А мы тоже радовались, хоть маленькие, понимали же немножко. Мама взяла немножко узелок так какой-то одеждами. Больше ничего не было. Вот один военный там, они же нас охраняли еще, военные стояли. А у нас даже накрываться нечем было. А мне говорит, тетя была Аламхуза. Барас, Лиля, пойдешь вместе, пойдем, что-нибудь возьмем. Богато жили. Мой дядя жил хорошо, а мы же с войны пришли. Я когда пошла к ним домой, одеяло взяла, барашку взяла, шерстяной юрган. Дартил скормядок, живой, ольдым наптасалом. Не знали ничего. После войны келді раненые Кавказда яткан, и он у нас, когда с Крыма выселяли с Крыма, Синельникова деньги, тапты біздің, нашел нас, спросил, какой район, Куйбышевский район. И в наш вагон через окно залез в военной одежде, с сапогами, а двери у нас закрытые были, замки висели. Нас закрывали по замку.
Папа как украл нас. Они же ходили каждый месяц на подписку, комендантка. Мы шли, ночью идем, а днем мы не ходили. Он сказал, мать умерла, в детдом сдавать еду этих двоих детей, чтобы его не заловили. Он очень умный человек был такой. В общем, просил людей, в общем, мама, вот такое случилось, они нас жалели, кормили, днем накормят, возьмут. А когда мы уже весь этот прошли поселок, к Кострому пришли на поезд, стоит поезд, он говорит, баллар, сейчас на крышу залезем, денег нету, билетов нету, на поезд нас не пустят. И мы на крышу, помню, залезли, мы целый день на крыше сидели, а ночью мы на тамбур слезали, проводник пожалел, вагон нас взял с сестрой. Через год папа документы сделал себе, что он воевал, а детей вот так сделали. Он потом пошел, маму забрал по документам. Его так просто все равно заловили бы. Бабам барып анам алғанда 1 жылдан соң, анам аяқлары шишкен от голодовки. Сон анам балаға шама берейкін оғлан шыққа. О ач отырмасын, а о 3 жашында бала еді. Yaxşı, совхоз зеңгін еді, бақшылар навалым еді. Bir parça өскен соң бақшылар бригадада çalıştым. Кирпичный завод бар еді. Сон начальникке бардым. Возьмите меня на работу. Он на меня посмотрел, бақты. А куда на работу я тебе возьму? Я же подросток. Сон бір апай вагонетка айдайды, одан бері çalıştым. Вагонетку толкала. Что делать? А çalışmaz diyeyim. Ақшосын. Да. Вот так немножко çalıştım. Ağır еді, işi çok çalışamadım.